И я очень надеюсь, что мы и в дальнейшем будем эту тему обсуждать именно с точки зрения единства образовательного и воспитательного пространства. Ну и, конечно, диалог культур, как не уроки литературы, то, что вы обозначили, конечно, да. Поэтому спасибо за такой профессионально тонкий, значимый для нас доклад. Благодарю вас, Лариса Ивановна. Спасибо. Спасибо большое, Галина Владимировна. Спасибо, коллеги. И уже в диалоге с вами Екатерина Львовна Кудрявцева. Екатерина Львовна является научным руководителем международных сетевых лабораторий. И как раз Екатерина Львовна уже обозначала тоже в своем комментарии в чате, что действительно удовольствие получила от доклада, потому что он опирается и на исследования международного уровня. Екатерина Львовна, вы уже с нами. Да, добрый день. Да, добрый день. Мы рады вас приветствовать. И очень хорошо, что вы включились с нами в профессиональный диалог и дали уже и комментарии выступления. Спасибо большое. Мы передаем вам слово. Спасибо большое. Я сейчас просто не вижу, к сожалению, своей презентации, поэтому, к счастью, я ее приготовила в PDF-формате. Она не загружена на сайт, я так понимаю. И пока мы начнем разговаривать, общаться с коллегами, чтобы не терять время, хочется, пока идет закачка презентации, хочется немного обратиться к тому, что уже было рассказано предыдущими выступающими и особенно вот коллегой из Москвы. Спасибо огромное еще раз ей за то, что она очень четко, концентрированно обозначила основные, на самом деле, скажем, угловые моменты в международной системе, которая уже работает более 10 лет. Это система КЛИЛ. Это те вопросы, это те задачи, которые стоят не только перед педагогами родных и неродных языков в Российской Федерации, это также та проблематика, которая актуальна за рубежом. Потому что не все педагоги осознают и видят язык как инструмент, считают, что язык нужно изучать ради языка, что литературу нужно читать ради расширения словарного запаса и отработки грамматики, а этнолингвокультурные контенты глубочайшие и контексты, которые перечислила в том числе коллега, и которые были перечислены еще Ефимом Григорьевичем Эткиндом в отношении интеркультурного чтения и интракультурного чтения, они не учитываются. Что еще очень важно, тоже эта тема где-то последних 10 лет, это читающий родитель, читающий ребенок. Если родитель не читает на родном национальном, семейном и русском языке, если это Россия, да, то и ребенок интереса к вот этому диалогу языков и культур в своей практике чтения проявлять не будет. Поэтому осознанное родительство, оно также необходимо его развивать. Ну и, наконец, третья тема, презентация пока конвертируется, третья тема – это необходимость осознания глубины проникновения вот этого интеркультурного контента. Что это значит? Если мы читаем, например, вот как раз загрузилась презентация, если мы читаем Александра Сергеевича Пушкина с нашими детьми, я все понимаю, что Пушкин – это наше все. Но давайте заглянем в реалии даже его черновиков и зададим себе вопрос, если мы читаем сказку о рыбаке и рыбке, почему мы не проговариваем того, что зафиксировано в черновиках Пушкина, что это подстрочник французского перевода сказки, народные сказки палапских славян, живших на территории нынешнего острова Рюген, раньше это остров Руян, Руяны, ныне это территория Германии.
И Пушкин это перерабатывает, создавая интеркультурную картину мира. То же самое пушкинский «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» – это же переработка Горация, то есть это переработка другого автора, также осуществленная и Державиным, и многими последователями Пушкина. Лермонтов, Цветаева, можно бесконечно перечислять вот эти вот интеркультурные переводческие опыты, когда это перевод, адаптация к русской национальной картине мира или отказ от такой адаптации в традиции данного автора. Презентация загрузилась, и от слова благодарности к предыдущему выступающему мы можем перейти к нашей тематике. Как вы видите, это тема игровые технологии в сохранении и развитии коренных и семейных языков. И я вам буду очень признательна, если мы с вами вот тот час, который у нас остался, отработаем интерактивно. То есть какие-то задачки я буду вам задавать, какие-то вопросы ставить, а вы будете работать в чате. Для того, чтобы это не только стало для вас информацией, и я была говорящей головой, а чтобы это стало как бы фрагментом вашего опыта. Во-первых, с чего все начиналось, и вот это наше иммерсионное чтение, о котором я только что говорила, и которым мы занимаемся с коллегами уже более 20 лет, и моя кандидатская, и моя докторская диссертация были по этой тематике, и игровые технологии, работа с билингвами, развитием, формированием естественного билингвизма. Начиналось с того, что мы исследовали существующую базу, научную базу работы с билингвальными контентами, с опытом становления и развития билингвизма с семейными и диаспоральными языками, и поняли, что единственно подходящая нам технология на тот момент – это технология CLIL, потому что технология цифр – это технология работы с иностранными языками, и наших потребностей она не закрывает. И на основе технологии CLIL мы создали комплексные диагностические тесты, в том числе для билингвов с русским языком как неродным, другим родным, да, то есть сбалансированный и несбалансированный билингвизм с различными языковыми комбинациями. И в процессе тестирования мы сделали следующие выводы. Тестировали мы, то есть тесты были созданы к 2008 году, и вот посчитайте, с 2008 года мы уже проводим комплексные диагностические тестирования. Протестировано более 2000 детей и подростков в возрасте с 5 до 15 лет, и не только в Германии, а в 31 стране мира, так что вы видите, что накоплен достаточно большой опыт нашей командой. В том числе было проведено более 200 тестирований и на территории Свердловской области Российской Федерации. Мы как раз сейчас готовим статью по результатам, статистическому и стратегическому анализу результатов данного тестирования детей с русским как неродным и одним из родных языков, детей трудовых мигрантов и коренных наций, населяющих данный регион Свердловской области. И такое же тестирование было проведено в Татарстане, научные материалы, научная статья поэтому уже давно опубликована. И вот здесь мы делали выводы. Первое, мы говорили о средах реализации коммуникативной компетенции. Это то, о чем только что великолепно рассказала коллега, просто выражено в таком визуальном формате, что билингв находится в постоянной системе диалога не только языкового, но и так называемого этнолингвокультурного, где язык используется как инструмент самореализации, самопрезентации в нескольких культурах с учетом специфики данных культур при относительно сбалансированном билингвизме. И что наша задача – это расширять присутствие
билингвов в каждой из сред и формировать осознанность вот этой мобильности между средами, переключения кодов не только на языковом. Вот этим, к сожалению, практически никто не занимается, хотя мы уже лет 10 об этом говорим и показываем варианты, как это можно делать. Потому что важно не только переключение языковых кодов, перешел с языка на язык, но важно переключение невербальных, экстралингвистических кодов. Что это значит? Это значит, сегодня уже упоминался Бахтин, да, в том числе, это значит жесты, это значит язык тела, это значит язык одежды. И это все ребенку нужно помочь реализовать на своей практике. И мы начинаем здесь с практики игры. Я сегодня покажу, как. Вывод второй. Сбалансированный билингвизм интересен своими неязыковыми проявлениями. То есть не только что говорит ребенок, но и как он это говорит, интонационно, какую интенцию туда вкладывает. И вот здесь мы в результате исследования выявили такое интересное различие между детьми и подростками, которые воспринимают и используют русский язык вне России или коренной язык в России, в русскоязычном пространстве статусного русского языка, как родной и как неродной. То есть обычно ставится знак равенства, да, русский язык там, или немецкий язык, или английский язык как родной и как неродной. И считается, что здесь одни и те же методики, одни и те же подходы. Так вот, мы выяснили в результатах многих тестирований, что это совершенно не так. Этнолингвокультурная, а вот это важно, не просто языковая личность, а этнолингвокультурная личность носителя русского языка как одного из родных и русского языка как неродного вне стабильной языковой среды. И это можно применить к другим языкам, тоже вне стабильных языковых сред, они значительно отличаются. И носитель русского языка как одного из родных, он имеет, мы это обозначили как ментальную личность в квадрате, у него единство в двойственности, происходит образование новой формы, вот этой вот интеркультурной, на пересечении двух существующих языков и культур, тогда как если человек воспринимает язык, другой язык как неродной, вместо единства в двойственности сохраняется двойственность, статусный язык в сильной позиции, и вот этой новой формы на пересечении двух существующих языков и культур не сформирована. Если кому-то эта тема интересна, то с удовольствием приглашаю к участию в исследованиях. Мы всегда с коллегами открыты. И вот эти билингвы, относительно сбалансированные билингвы, воспринимающие два языка и живущие погруженные в рамки общения на этих языках в соответствующих культурах как родных, они показывают более высокий уровень вот по данным критериям, причем это не только наши выводы, эти выводы существуют в большом количестве исследований израильских, канадских, германских, американских ученых. И самое главное подтверждение необходимости развития сбалансированного, относительно сбалансированного билингвизма – это то, что деловой мир выбирает естественных, относительно сбалансированных би- и полилингвов не из-за того, что они владеют несколькими языками, а именно из-за того, что они способны агировать и реагировать в межкультурном пространстве и предлагают вот эту поливариативность решений в самых стрессовых и нетипичных ситуациях. И вывод третий – это что относительно сбалансированный билингв – это личность в интеркультуре. И мы, опять же, выдвинули следующий тезис, это уже тоже есть в наших публикациях и аргументация к этому, что знак для билингва отличается от знака, от системы знака для монолингва. Для него означаемое объективируется диалогом культур об этом означаемом. К одному объекту в разных культурах даются разные понятия, разные акустические образы. И для того, чтобы сформировалась вот эта относительно сбалансированная личность, способная агировать и реагировать в интеркультурном пространстве, необходимо, чтобы
доступность этих образов, а этому уже о культуре, а не столько о языке, была примерно одинаковой. Если же эту примерно одинаковую доступность не поддерживать постоянно, то вот этот естественный, относительно сбалансированный билингвизм, он будет затухать, как круги отброшенного в воду камня. И в конце концов одна культура и один язык начнут доминировать, подавляя другой. Значит, необходима постоянная динамика. Вот эта я-компетенция в постоянном переосмыслении и переоценке себя относительно я вчерашнего и я завтрашнего. И наши естественные билингвы и полилингвы – это такие точки в динамике, такой пульсар, для которых очень важна, еще раз повторю, постоянная доступность контентов и контекстов в рамках двух и более их культур. Важны для того, чтобы отвечать на вопрос, кто я в каждой новой ситуации. Потому что билингвы и полилингвы постоянно рефлексируют, встраиваясь в мир вокруг. Они постоянно ищут ответ на этот вопрос и выбирают свою позицию, позиционируют себя заново в новых ситуациях окружающего культурного и полилингвального мира. Вот это те выводы, на основе которых мы начали работать, собственно, как с иммерсионным чтением, так и с созданием игр на то, на что коллеги пока не обращали внимания, то есть на переключение экстралингвистических кодов, на погружение в интеркультурную ситуацию коммуникации, именно ситуативно, как с учетом тех культур, в которых живет и действует ребенок, так и со снятием полностью любых культурных, этнокультурных маркеров для того, чтобы они почувствовали вот эту систему открытого диалога. Почему мы обратились к системе иммерсии? Потому что иммерсия – это история про «я» для «я», то есть то, чего билингву необходимо, чтобы найти себя в окружающем мире. И только на втором этапе, когда билингв доходит до «я делаю», он начинает активно и позитивно интегрироваться в «мы». То есть такая осознанная, позитивная, а не насильственная интеграция. Причем в каждой из «мы», в каждой из культур. Вот это пирамида самоактуализации, которая лежит в основе иммерсионного подхода, как в игре, так и в чтении. Кому интересно, я с удовольствием, в конце вы увидите мой мейл, я вышлю и эту презентацию, и эту пирамиду, и линки на обучение иммерсионному чтению и иммерсионной игре. Наконец, тот последний шаг, который мы сделали, мы создали Octalis. Octalis – это октагон-анализ, это термин юкайчу, игропрактика, геймификатора мирового уровня. Кстати, самого естественного билингва, сейчас живущего в Америке. И он, создавая Octalis, конечно, говорил немножечко о других системах. Мы этот Octalis как бы пересоздали, адаптировали его, используя только саму форму. Все, что вокруг, это уже наша разработка, чтобы показать, как формируется «я» и как это «я» действует. Это для монолингва, для билингва это «я» превращается в такой коридор, потому что несколько октализов накладываются друг на друга, и, собственно, это дает многовариативность билингвальной личности. Что мы должны были помочь ребенку осознать? Во-первых, что если мы начинаем действовать в новой культуре или даже в культуре, которая кажется нам знакомой, нам важно начинать с уровня «я вижу и слышу». А что видит и слышит человек? Только то, что он знает, что он осмыслил и присвоил. А знает только то, что может увидеть и услышать сам. То есть если я вот сейчас вам это рассказываю, но вы никогда с этой системой не сталкивались, то это кажется вам сложным, непонятным. Почему? Потому что вы с этим оперативно не взаимодействовали.
и необходим какой-то дополнительный импульс, а я сейчас буду этот импульс давать путем примеров, и с вами мы попробуем все, для того, чтобы это сработало. Дальше ребенку это необходимо абсолютно так же, как и вам. То есть учителя ему что-то рассказывают на каком-то языке, о какой-то культуре, а он не в них, он не внутри, он не в контексте, и он не понимает. И у него отсутствует интерес, отсутствует мотивация. И нужно дать ему попробовать через игру для того, чтобы он в это погрузился и начал в этом агировать и реагировать. Человек умеет только то, что он чувствует, как на тактильном, так и на эмоциональном уровне. И чувствует интуитивно, что что-то умеет или чего-то не умеет. И вот когда ребенок начинает чувствовать, или педагог, или взрослый начинает чувствовать, что он внутри умеет, вот это умение в нем выросло, накопилось, сформировалось путем многократного проживания опыта, у него появляется внутренняя потребность самореализации. И опять же мы даем ему игру, чтобы он самореализовался успешно и относительно безопасно. Наконец, человек может то, что он понимает. И тут тоже очень важна игровая деятельность, потому что в реальной жизни очень часто педагоги, родители дают детям непонятные указания. Для взрослых это кажется само собой разумеющимся, для детей кажется это совершенно невнятным. А выполнить такой невнятный приказ извне, невнятный не с точки зрения языка. Язык ребенок понял. Он не понимает культурный контекст этого приказания, он не понимает, чем это приказание обусловлено, почему нельзя так, а нужно так. И вот для того, чтобы объяснить ребенку культурные контексты, чтобы научиться переключаться между контекстами и показать, почему в одной культуре можно так, а в другой так нельзя, также необходима игровая практика на интеркультурном уровне. И, наконец, человек делает то, что хочет, а мы понимаем, что играть человек хочет всегда. И эта игра регулируется обществом, то есть мы предлагаем игры, которые учитывают какие-то доминанты культурные, принятые в сообществах, в которые входит ребенок, и в то же время игра очень хорошо, если она будет реализовываться как в семье, и вот здесь нам нужны осознанные родители, готовые брать игры и реализовывать их дома, так же, как осознанные педагоги, которые те же игры реализуют в школе. И тогда домашняя культура, домашние языки и культура, реализуемая в школе, они будут взаимодействовать, и вот это вот пространство взаимной интеграционной сохранности ребенка, собственно, реализовывать. Если не государственная школа, то хотя бы дополнительное образование. И тогда можно будет говорить действительно о том, что ребенок не просто владеет языком и может на нем элементарно изъясниться, да, как когда-то этому обучали в технологии Берлица, а он действительно владеет этнолингвокультурными контентами и контекстами и может в них активно, осознанно агировать и реагировать. То есть он не просто говорит на языке, а он понимает, почему, как, в какой ситуации можно и нельзя использовать даже на элементарном уровне какие-то лексические единицы. И вот сейчас я вам покажу, как эти игры начинать, игры, связанные с поликультурным, интеркультурным контентом и пространственным контентом. Первый шаг всегда, когда вы начинаете игру, это создать игровое пространство. То есть, если вы приходите в класс, где ничего для игры не подготовлено, или в группу детского сада, где ничего для игры не подготовлено, именно вашей игры на интеркультурном уровне для билингвов, вам придется это готовить самим. Иначе пространство будет играть против вас. И вот здесь, в этой презентации, я дала линки на статью, что такое системная методика создания умного образовательного пространства в билингвальной и поликультурной среде, и что такое интерактивные плакаты, которые используются для этого пространства.
Сейчас я что-то пролистываю. Это мир Интер, да, я думаю, что всем понятно, почему у нас сейчас мир Интер, да, и почему он интеркультурный, интердисциплинарный, надпредметность, интеракция как основа интеграции, интерактивность и медиакомпетенция как основа инструмент коммуникации, интерференция, которая не всегда негативна, как логика картины мира биполилингва. Я вам просто покажу, что такое говорящие стены. Теорию я опущу, вы сможете ее прочитать. И как они используются именно для создания игрового пространства, как контекста для реализации игры длиною в жизнь. Такой образовательный, развивающий, погружающий ребенка в мир языков и культур. Вот здесь примеры будут из Испании, из Эстонии. Испания – это испанский и каталонский язык, каталонский как региональный. Эстония – это эстонский и русский язык, Нарвский регион, да, русский язык как региональный, в детских садах и школах. Пространство, которое помогает ребенку понять равноценность языков, в смысле их равнозначности в его развитии, в его самореализации, самопрезентации, но и понять, в чем разница этой самореализации и самопрезентации на каждом из языков, и эту разницу отыграть. И вот здесь нам необходима технология умного пространства образовательного, говорящие стены и умный пол. И вот здесь я вам показываю примеры говорящих стен, стены, которые говорят на нескольких языках. И посмотрите, вроде бы правила поведения, они об одном и том же, но какая разная инфографика к этим правилам с учетом эстонской и русской культуры. Или вроде бы цвета, цветовая гамма об одном и том же, азбука цвета, но посмотрите, азбука цвета в рамках одной культуры, цвета имеют одно символическое значение, в рамках другой культуры другое символическое значение, и это тоже потом обыгрывается в игре. Еще очень важно, что в этом умном пространстве есть не только различающиеся компоненты, но и есть обязательно компоненты объединяющие. Например, название планет на русском и на эстонском или на английском языке, они идентичны. Почему? Общие корни, вот это вот вселенские, общие, всемирные архетипы, а не только этнокультурные архетипы. Опять же, если мы говорим о пространстве игры, это не только класс, это не только кабинет, это не только коридор, это может быть и библиотека, это может быть и столовая. И вот здесь примеры умного образовательного пространства игрового в столовой, где нужно пожелать друг другу на 2 языках приятного аппетита, так, как это принято, где нужно сервировать стол так, как принято в данной культуре, и так, как принято на межкультурном уровне. Кстати, недавно была издана замечательная методичка, ее распределяли как бы в Россотрудничестве, насколько я знаю, но, надеюсь, она когда-то будет доступна всем. Это методичка по тому, как сервировать стол во время международных приемов, да, вот на этом интеркультурном уровне. И ребенку в интеркультурной семье тоже очень интересно, как накрывать стол, что ставить на стол, а что не ставить, в какое место стола ставить хлеб и так далее, вот с учетом его культур. Это тоже игра. Сервировать стол по-русски, сервировать стол по-немецки и так далее. Пространство туалетных комнат, как вести себя, чем там можно заниматься. В Германии дети могут играть с водой, и это норма поведения в туалетной комнате, в детском саду или в школе. За это никто не заругает, что ты брызгаешь и так далее. В России это не принято. Как это обыграть? Какие правила?
тоже линейки правил и их обыгрывание здесь существует. Что такое счастье? Представление о счастье. Это был проект в одной из школ, когда русскоязычные родители в Эстонии и эстоноязычные родители рассказывали в игровой форме детям и показывали, действовали, что такое счастье в их представлении индивидуальном и культурном. Ну, про чтение уже говорили. Времена года. Времена года – это прекрасная тема для того, чтобы поговорить, насколько разнообразен наш поликультурный мир. И тоже игра по временам года, вот здесь она формируется самими учениками, которые привносят в пространство образовательной организации свое видение времен года. Эмоции – это тоже как бы обыгрывание. Как я уже сказала, методичку я с удовольствием вышлю, там все это описано очень подробно, как организовывать игровое пространство. Игра продолжается в течение всей жизни ребенка и в процессе его взаимодействия с окружающим миром. И, например, дети наши, начиная с 3 лет, активно фотографируют. Есть специальные детские фотоаппараты, и тоже мы научились это обыгрывать. Потому что фотография – это возможность увидеть один объект, одну ситуацию с разных точек зрения. Почему с разных? У нас есть опыт, когда мы проводили проект фотографирования одной и той же ситуации, одного и того же объекта носителями только русского и только немецкого языка и русско-немецкими билингвами. Очень интересные выводы. И вот эти выводы мы запечатлели в такой технологии «История в 6 словах», создание подписи и рамки к фотографии. Дальше мы разработали технологию онлайн-взаимодействия в диалоге культур. Эта технология называется онлайн-тандем. Учим языки легко и интересно. Это такое рекламное название, которое придумало издательство. Сейчас эта книга будет доступна и в России, благодаря российскому издательству. Поэтому тоже, кому интересно посмотреть, как работать в дистанте с детьми, начиная с 5 лет, группа и индивидуально в системе онлайн-тандемов и до вузов, милости просим. Ну и, наконец, пространство же не заканчивается онлайном. Пространство не заканчивается комнатой, кабинетом. Вот сейчас я сижу в своем рабочем кабинете, но за пределами этого кабинета целый огромный мир. Поэтому существует система мобильного образования, в котором дети выходят за пределы учебной аудитории, за пределы класса, за пределы школы, за пределы вуза и активно взаимодействуют с окружающим миром в рамках тех традиций, которые они освоили в учебной аудитории, и расширяя свои представления об окружающем мире путем диалога с ним. И вот здесь у нас интеркультурные тетради. Это кейсы рабочие для учеников начальных школ с поликультурным компонентом для того, чтобы развивать у них экологию мышления. А что значит экология мышления? Это в игре, в действии, а игра – это действие для ребенка самое эффективное и безопасное. В игре действия реализовывать ключевые принципы интерлингвального, интеркультурного пространства. Первое – это искать общее, а не различное в первую очередь. Второе – это позитивно реализовывать различия. И вот этому учат наши заботливые тетради, тематические кейсы, заботливые тетради. Пока они по временам года и окружающему миру на интердисциплинарном, интеркультурном уровне. Кроме того, мы работаем с такими игровыми вариантами, как квесты, да, то есть игровая технология квест, тоже кому интересно, интеркультурные квесты, квесты диалога культур, позволяющие реализовать этот диалог культур в действии, в конкретном пространстве географическом. Тоже пишите, с удовольствием покажем, расскажем и пришлем видео.
Ну и, наконец, то, о чем я рассказывала год назад, это сказкотека «Сказки народов России», где каждый кейс, он о диалоге культур. Но в технологии иммерсионного чтения, погружение в этот диалог культур и осознание общего и различного между культурами и сразу реализация. Еще один кейс, тоже, который мы готовы прислать, тоже основанный на иммерсионном чтении игровых технологиях, это интеркультурный. То есть вот если сказкотека – это этнокультурные кейсы, то здесь интеркультурный кейс, который позволит ребенку открыть разнообразие, вариативность мира. А взрослым, потому что ведь понятие культура – это не только этническая культура, а это, если говорить о том же осознанном родительстве, это культура поколенческая. Культура поколения родителей, культура поколения детей – это такой же диалог культур, как диалог культур между русскими и татарами, немцами и удмуртами и так далее, и так далее. И вот этот диалог культур поколенческий мы помогаем реализовать в поликультурном, с точки зрения этносов, мире при помощи тетрадки кейса с котенком Рыком. Ну и, наконец, собственно, игровые технологии и игропедагогика. Это наша разработка, называется она «Игротека. Дети мира». Тоже вы можете это ввести в поисковик, в Google, в Рамблер, в Яндекс и увидеть, что же, собственно, включает в себя эта игротека «Дети мира». Там на данный момент более 20 игр, и я вам открою как первым секрет. Мы сейчас готовим совершенно новое, не существовавшее никогда прежде пособие, позволяющее детям, во-первых, осознать то, что объединяет все культуры, архетипы, исторические корни, скажем так, историко-культурные корни. Мы создаем рунические прописи. Во-первых, это подготовка руки к письму, да, осознанная, когда дети понимают, что каждая точка, каждая черточка, они прочитываемы, имеют какой-то смысл. Эти смыслы раскрываются на историко-культурном уровне, то есть на уровне, когда эти культуры наши были единым целым. И что потом из этого произросло, и как это сегодня реализуется в окружающей нас действительности. И вот эти рунические прописи тоже, несколько листочков, если хотите, мы готовы предоставить. Все игры игротеки «Дети мира» являются модульными. Что это значит? Это значит, что для каждой возрастной группы, для каждого целеполагания свой модуль правил. Они являются вариативными, потому что эти правила открыты. Они являются полифункциональными и междисциплинарными, развивая все составляющие коммуникативной компетенции, проводя компетентностную диагностику в том числе. На их основе можно проводить лидерский тренинг, то есть выявлять лидеров среди ваших детей, командный тренинг в межкультурных командах. Они интегративны. Эти игры можно совмещать с любым ПМК, УМК, и при этом это не требует никакой специальной подготовки ни организаторов игры, ни играющих. Они интеркультурны. Игры и персонажи игр составлены таким образом, чтобы при игре нельзя было применить какие-то внутрикультурные клише и стереотипы. То есть они на снятие клише и стереотипов. И, наконец, эти игры существуют на данный момент на 7 языках мира. Причем они не просто переведены, а там адаптирован и визуальный контент тоже. Это очень важно, потому что просто перевод неадаптивный здесь, к сожалению, не поможет, а будет даже вреден. И вот сейчас давайте мы с вами, наконец, поработаем активно. Да, методички есть. Спасибо за вопрос. Сейчас я увидела все ваши сообщения. Значит, я в конце покажу вам свои мейлы
свои контакты и в Фейсбуке, и в Скайпе, и в Телеграме, и в Дискорде, и по мейлу, и вы сможете, меня только вот в WhatsApp и Вайбере нету, и вы сможете написать мне и сказать, вот сейчас обратите внимание, записывайте в течение моего выступления, что вам хочется. Вам хочется методичку «Умные стены, говорящий пол». Вам хочется разработки по онлайн-тандему. Вам хочется сказкотека. Вам хочется заботливые тетради. Вам хочется истории котенка Рыка. Вам хочется какие-то игры из тех, которые я буду сейчас показывать, и мы с вами будем пробовать. Записывайте у себя на листочках, вот что бы вам хотелось для вашей практики, и потом вы мне сами будете писать на mail, который я покажу в конце выступления, и вы сможете тогда заказать бесплатно, как я вам сказала, любые из этих материалов, просто прислав мне перечень, чтобы я не заспамляла ваше пространство тем, что вам не интересно. Надеюсь, теперь на ваши вопросы я ответила. Идем дальше. Итак, игра «Азбучные истины». Важно, чтобы, как говорила коллега, выступавшая до меня, чтобы чтение с самого начала было осознанным. И вот эта осознанность как раз реализует иммерсионный подход. Мы погружаться начинаем в доазбучный период. Я сказала о рунических прописях, которые мы сейчас делаем публичными, сами-то мы ими давно пользуемся. Азбучные истины – это уже азбучный период, то есть когда дети осваивают азбуку. У нас есть, опять-таки, для билингвов, мы уже в 2004 году, представляете, сколько лет прошло, разработали комплексный пропедевтикум для обучения билингвов вне языковой среды, вне стабильной языковой среды, то есть вне России, русскому языку и основам русской культуры. Это называется, этот пропедевтикум, речевая палитра. То есть вот если вам захочется речевую палитру, тоже мне пишите, нам нужна речевая палитра. Я высылаю в электронной форме. Она больше не переиздавалась. То есть она была издана еще раз в 2012 году при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа на дисках и с тех пор больше, к сожалению, не переиздавалась, хотя востребована достаточно сильно. И вот дальше мы после речевой палитры начали работать, собственно, только с азбукой. И, например, вариант игры «Азбучные истины», игра тоже бесплатно может быть предоставлена, это игра с буквенным составом азбуки. У нас есть со звуковым составом, фонетика, да, и у нас есть с буквенным составом азбуки. Какой вопрос задает нам русская азбука? Современная, не та, которая азбуки-веди, глагол «добро есть», а современная азбука. Какой вопрос задает нам русская азбука? Напишите, пожалуйста, в чат. Теперь мы с вами будем работать по играм интерактивно, чтобы вам было не скучно. Я поработала говорящей головой, теперь давайте работать вместе. Какой вопрос задает нам русская азбука, русский алфавит? Вот вы с детьми учите русский алфавит, алфавит другого языка национального. Как помочь детям погрузиться в них? Надо там что-то зацепить, что-то такое необычное, заинтриговать детей, вызвать их любопытство, поиграть, обыграть этот алфавит. Вот как мы можем обыграть? Начиная с такого вопроса, показать, что в этом алфавите больше, чем просто АБВГД и ЙОЖЗ, что за каждой буквой, как знаком, скрыта загадка, скрыты какие-то глубинные смыслы. Коллеги, так какой вопрос задает нам русский алфавит? Ну, русским языком мы же все владеем. Давайте медленно читать, а ведь это очень важно, медленное, осознанное, осмысленное, не техника чтения, никуда не гнаться за скоростью. А, Б, В, а дальше Г, Д, Е, Ё, Ж. А теперь собираем Г, Д, Е, Ё, Ж слова «Где ёж?». То есть русский алфавит задает нам вопрос «Где ёж?». Для маленьких детей это открытие, это эврика.
Это тот самый ключик, триггер, когда переключается внимание. Это эффект вау, и ребенок ваш, класс ваш, дальше с ними вы можете работать. Если дети постарше, то вопрос, а где я? А, Г, Д, Е, я. Первая, последняя буква. И опять же, вы можете переходить отсюда на работу, то есть используя этот вопрос, используя этот заход игровой, вы можете переходить на обсуждение, а что такое А и что такое я. И всегда ли я последняя буква в алфавите? Ведь в русской национальной культуре я, последняя буква в алфавите, считается нормой сегодня. А действительно ли с точки зрения русской национальной картины мира, исконной, когда еще была азбуки Веди, глагол «добро есть», да, всегда ли в Древней Руси, всегда ли это «я» было последней буквой? Ведь нет. Ас, осмысленное «я» – это первая буква. То есть есть разница между «я» неосмысленным и «я» осмысленным. И не такие уж мы разные, русские с европейцами, русские с германцами, где в европейской культуре я индивидуальная, личностная на первом месте. Значит, мы не разные, мы просто по-разному это рассматриваем с разных точек зрения. Об этом и о многом другом игра «Азбучные истины». Следующая игра – это профессии-помощники. Вообще сам момент, как попросить о помощи в рамках соответствующих культур, это отдельная тема. Кому обратиться можно, кому обращаться не стоит, насколько... Как обратиться, да, с точки зрения не столько языковой, сколько культурной, как сформулировать запрос о помощи, чтобы тебя поняли. И вот здесь отработка в игровом формате, игра профессии помощники, отработка в игровом формате обращение за помощью с учетом русской национальной картины мира. Но вы можете те же профессии отработать на другом национальном языке, и у нас есть такое же для немецкого языка, и там совершенно другое построение диалога. Почему? Потому что по-русски необходимо представиться сначала. Для запроса о помощи в Германии, только если адрес ваш нужен, что приехали по правильному адресу, а так представляться не нужно. То есть достаточно просто попросить и поблагодарить, а между этим просто дать запрос. Как вас зовут, это ваше личное дело. И если оно не связано вот с этим контекстом ситуации, вы не обязаны себя называть. Следующая игра – это игра «Колесо обозрения профессий». 35 профессий и более 10 модулей для работы с этим профессиональным контекстом. При этом картинки, они сделаны так, что они интернациональные. То есть носитель и германской национальной культуры, и французской, и так далее, и русской, он узнает эти профессии по свойственным для них инструментам. А вот лексика, такие вот листочки, которые в центр размещаются, она должна быть на одном из языков. И с учетом того, на каком языке эта лексика распределена в центре и будет действовать в рамках соответствующей культуры, ребенок, обыгрывая эту профессию. Учитель в Германии и учитель в России – это два разных человека. Разных с точки зрения ожиданий носителей культуры от носителей данных профессий. Игра «Тематическая рулетка». Здесь на примере продуктовой рулетки. У нас есть бесплатные курсы, и они как раз сейчас идут при поддержке правительства Москвы. Это бесплатные международные онлайн-курсы для педагогов, которые хотят научиться системе игры. То есть как играть, я бы не сказала правильно, потому что вообще слов правильно и неправильно, как из оценок, я не люблю.
как играть системно, как играть полифункционально, как видеть все подводные камни, да, подводную часть айсберга в игре и как ее реализовывать на практике. Так вот, выпускница таких международных курсов первого выпуска, Наталья Сноу, она разработала электронную игру «Тематическая рулетка» с точки зрения русского языка и с точки зрения английского языка. Как здесь можно на примере этой игры не только составить предложение, что делать со случайно выпадающими вот тут на разных уровнях словами, когда, кто, что делает, с чем, да, отработка вот этой системы, но и национальное меню, национальная кухня. Например, что делают в России носители русского языка как родного с перцем? Перец фаршируют. В Германии, если сказать перец фаршировать, ну, на вас посмотрят, мягко говоря, вот такими глазами. Но в Германии перец можно жарить, причем со специальными специями, и это тоже достаточно вкусно. Перец добавляется в утку, в подготовку там курятины и так далее. То есть вот это представление, что можно делать с каким-то продуктом в разных культурах, оно связано также с историей данного продукта, с историей данного овоща, фрукта и в данной культуре с длительностью этой истории и тому подобное. Например, в Мексике блюд из картофеля намного больше, чем в России, хотя считается, что в России картошка – это национальная еда. Это не совсем так, в России все-таки это репа. И вот тут мы погружаемся уже в наши историко-культурные корни, когда говорим о продуктах питания. Следующая игра – это игра «Мультконтакт». В этой игре несколько вариантов. И самое важное в этой игре, что есть вариант абсолютно интеркультурный, это первый и третий вариант, и есть вариант интракультурный, этнокультурный, это второй вариант. Первый вариант – это мультфильмы про инопланетян и каких-то приближающихся к ним по сущности персонажей, например, персонажей типа Шрека или персонажей типа Академии монстров. И взаимодействие с этими персонажами во вроде бы типичных ситуациях. Отработка поведения с нетипичным собеседником, с нетипичным соучастником в типичной ситуации. Типичная ситуация – это кафе, больница, улица, магазин и так далее. А персонаж, с которым вы встречаетесь, нетипичен. Простите, что у нас происходит в нашей регулярной повседневной жизни? Мы можем прийти в магазин, например, в Германии, и встретить представителя Сирии. А мы не знаем, что он представитель Сирии, но он ведет себя как-то не так. Да? Другое дело, если темнокожий человек и ведет себя как-то не так, мы можем предположить, что он представитель иной этнокультуры. А если человек выглядит абсолютно как мы, но ведет себя совершенно иначе, нетипично, да, как нам подстроиться под него, и нужно ли подстраиваться всегда, как нам договориться с ним, как найти точки соприкосновения. И вот это отрабатывается в первом модуле игры «Мультконтакт». Как я уже сказала, второй модуль игры «Мультконтакт» – это этнокультурный для русских сказочных персонажей. Но вы также можете его использовать на уровне диалога культур, потому что Баба-Яга в испанском варианте, например, это Бефана. И визуальный ряд создан таким образом, чтобы можно было перепутать, да, персонажей. То есть водяного назвать Нептуном, домового назвать гномом, кота-баюна назвать в соответствии с котом-оборотнем, да, с европейской традицией, и так далее, и так далее. И Бабу-Ягу ведьмой или Бефаной, то есть там, не знаю, Змея Горыныча драконом,
То есть отбор персонажей такой, чтобы можно было легко в том числе диагностировать, а насколько дети живут в данной этнолингвокультуре и действуют, как они назовут. Вот первый модуль данной игры – вытащить карточку, назвать персонажа и описать характеристики, самый элементарный. И когда ребенок вытаскивает и называет, да, мы уже понимаем, он агирует, реагирует в русской национальной культуре или в инонациональной культуре. И как его переключить между культурами, как научить его вот это вот код-свитчинг, да, как на лингвистическом, так и на экстралингвистическом уровне. Дальше модули игры, опять же, работа с вот этими персонажами по деклишированию мышления. Вот давайте мы с вами опять все-таки попробуем поработать, хотя в чате как бы такая тишина, но я сделаю еще одну попытку. Первое предложение к вам. Вот назовите, пожалуйста, персонажа первого в нижнем ряду. Кто это такой? Я даже увеличу вам картинку, чтобы вам было проще. Вот, персонаж первый в нижнем ряду. Кто одноглазый такой, желтенький, хвостатенький в русской национальной картине мира? Это кто? Как этого персонажа мы назовем и какие качества у этого персонажа существуют? Коллеги, пожалуйста, в чат напишите, чат активен, вы можете в чат писать, что это за персонаж. Первый – птенчик, ага, похож на птенчика одноглазого, эльф. На эльфа похож. Чудо-юдо, действительно, с какой-то точки зрения это чудо-юдо. Лихо одноглазое, молодцы, Ольга, спасибо огромное, это лихо одноглазое. Спасибо, циклоп. Вот видите, вы уже назвали то, что характерно для разных культур. В одной культуре это циклоп, в другой культуре это лихо одноглазые, и фрагменты третьей культуры крылышки значит эльф, да еще и среди зеленой растительности. И дальше между ребятами, которые назвали вот это по-разному, в рамках игры организуется аргументативный, то есть они аргументируют должны свою точку зрения, диалог, где они объясняют. Например, один говорит циклоп, у него вот такие черты характера, другой говорит лихо одноглазый, у него такие черты характера. Они слышат друг друга и понимают, что черты-то характера идентичны, названия разные. То же самое, дракон. Один говорит дракон, другой говорит, что это не дракон, а Змей Горыныч. Опять описывают характеристики, слушают друг друга и понимают, характеристики-то одни и те же. Названия разные. В разных культурах разные названия, но характеристики во многом общие. Есть общие между Бифаной и Бабой Ягой? Есть, безусловно. С ними можно договориться. Они обе могут приносить как добро и зло. Да? Они обе могут выступать как антагонистами, так и помощницами и так далее, и так далее. И здесь можно выходить и на беседу о традиции одноглазых персонажей. И у нас это есть в сказкотеке, у нас есть целый кейс, посвященный сказкам с использованием одноглазых персонажей. Почему они одноглазые? Что это такое за одноглазость? Почему этот архетип присутствовал во многих культурах? QR-коды, спасибо за вопрос, это не задание. Задание у нас как бы перечень модулей игровых, в нормальном текстовом формате для организатора игры. А QR-коды на обороте карточек это для двух модулей игры расшифровка характеров персонажей. Дети считывают QR-код, он или ведет на какой-то линк, но в этой игре это дается текст, в следующей игре он ведет на линк. И описывается характер персонажа, и нужно этот персонаж, например, в диалоге, то есть один вытащил один персонаж, другой вытащил другой персонаж, они не видят, кто кого вытащил,
Они считывают QR-код, характер персонажа, и дальше они отыгрывают от имени этого персонажа ситуативный диалог. И нужно в рамках диалога догадаться зрителям, то есть двое отыгрывают, да, два вытащивших карточки персонажей друг с другом отыгрывают ситуацию от лица персонажа в данной культуре, в данной традиции, а все остальные участники команд должны догадаться, кого вытащил член другой команды. Если догадываются, то получает этот член балл. Если не догадываются, соответственно, он отыграл невнятно. То есть QR-коды – это описание характера. Ну и, наконец, игра «Мультконтакт 3». Это персонажи, созданные моими учениками, потому что мы не только играем, мы и создаем игры подростками из разных стран мира. И отрисованные тоже моей ученицей из России. И вот тут очень интересно, что это персонажи несуществующие. Их придумали сами дети, дали им название, дали им характеристики. И тут самый интересный модуль по внешности персонажа, прочитать его характер. Ведь это та беда, которая преследует нас, взрослых, в поликультурном мире. Мы очень часто смотрим на внешность человека или даже слышим: «О, это человек из Германии», и дальше считаем, что мы о нем все знаем. На самом деле мы ничего не знаем об этом человеке. Мы знаем в традициях, какой культуры он рос и воспитывался, но насколько он принял эти традиции, насколько он их отвалидировал в своем собственном опыте, это большой вопрос. И вот этот модуль игры, он учит читать конкретного человека, конкретную личность по ее проявлениям в ситуации. И здесь QR-коды – это название этих персонажей, придуманные детьми. На английском они в основном писали и на русском, в русском варианте. И описание характеристик этих персонажей, придуманные детьми, которые создавали эти персонажи. И они очень часто с внешностью, вроде бы внешность такая мягкая и пушистенькая, да, а под ней монстр. Или наоборот, внешность прям вот такая отталкивающая, а под ней замечательный персонаж. Отказ от характеристик, от отношения на основании внешности. То есть если раньше говорилось, по одежке встречают, сегодня это не работает. Сегодня это клише и стереотип, препятствующий межкультурной коммуникации. И вот здесь в рамках игры, в том числе, мы с детьми, с подростками переходим к переосмыслению устойчивых пословиц, поговорок, связанных с внешностью, связанных с одеждой, с внешними проявлениями, и понимаем, что эти поговорки сегодня не работают в поликультурном мире, а работает что-то другое. Следующая игра – это игра «Тяни, толкай». Это слово образование, безусловно. Это игра на отработку счета тоже. Но это также игра ситуаций и игра первого знакомства еще в детском саду. У нас в нее играют в 3 года, в 4 года, в 5 лет. Первого знакомства с проектными технологиями. Настоящими. Не когда учитель приходит, ставит задачу, которую перед ним поставил директор, потому что в стране такой-то год, да, науки, культуры и так далее. А когда человек, ребенок, взрослый сам из окружающего мира принимает вызов и реализует этот вызов в силу своих компетенций. Вот игра «Тяни, толкай» про такой прием вызова из окружающей действительности и его пошаговую, последовательную реализацию. Здесь нужно создать какое-то необычное существо, просто ходя, то есть каждый игрок получает половинку карточки, и дальше они ходят, как мы в реальной жизни, мы ходим и ищем свою половинку для реализации проекта семья, проекта сотрудничества и так далее. И вот они ходят и ищут эту свою половинку, и дальше им нужно договориться. А договариваться приходится на уровне диалога культур, потому что у нас нет монокультурных групп, классов и так далее. И они должны придумать общее название для этого персонажа, придумать его характеристику и представить его на языке игры. Язык игры в начале игры говорится: играем на немецком, играем на английском, играем на русском и так далее.
Что значит на языке игры? Это значит в культуре и в традиции культуры игры. Ну, и, кстати, вот эту игру очень любят педагоги, потому что и педагоги сами на своих собраниях и с родителями играют в эту игру. А что, если к вам пришел такой ученик? Не собака, не попугай, а собагай. Вот представляете, ребенок, который ни то, ни другое, а что-то третье. Что с ним делать? Как с ним взаимодействовать? Где искать точки соприкосновения? Такой модуль тоже есть. Игра «Новые крестики-нолики». Это функционал игры крестики-нолики, но для того, чтобы поставить крестик или нолик, нужно, осмотревшись в окружающем пространстве, найти объект, содержащий такой крестик или такой нолик. Вот, например, у меня здесь стоит, ну да, понимаем, да, Tipp-Ex по-немецки это называется, ну, коррекционная паста. Она содержит нолики. И если я хочу поставить нолик, то мы работаем на немецком языке, то я говорю Tipp-Ex, да, и ставлю нолик. Если мы работаем на русском, да, я должна найти эквивалент корректор, коррекционная паста, белила, там, не знаю, замазка, как угодно, назвать это по-русски, чтобы другие игроки поняли, и тогда поставить нолик. Тут есть тоже много модулей игры, когда мы сначала ищем в окружающем пространстве, это как бы освежить и расширить словарный запас, научиться переключать коды, то есть тут на очень многие моменты. Опять же, то, что, с чем другие, как правило, не работают, это вот та самая невербалика, язык тела. В разных культурах означает разное. Мы давным-давно, сначала для моих студентов, теперь мы это делаем и со школьниками, и с дошкольниками, чтобы они вдумчиво использовали вот, да, руки для языка тела, жесты. Как читаются жесты в разных культурах? Почему они именно так читаются? Например, что значит вот этот жест, эти ушки, да, которые я показываю постоянно? То есть носитель немецкого языка как родного моментально ответит на этот вопрос. А что думаете вы? Вот когда я показываю или вот так, что это значит? В чат, пожалуйста, напишите, как вы считываете вот этот мой жест, когда я его показываю. И тут, пока вы пишете, я просто скажу, что в модулях это и диалоги жестов, да, это и жестофон сломался. То есть это очень разные варианты игр с использованием жестов. Игры командные, игры человек на человек, игры диалоговые и так далее. Итак, что значит вот этот жест у носителя немецкой национальной картины мира и немецкого языка как родного? Внимание или первый? Ага, вы считаете хорошо. Еще. Все окей. В кавычках. Правильно. Вот этот жест означает в кавычках. То, что я говорю, нужно воспринимать как в кавычках. Да? Если все окей, у нас вот такой жест или вот такой жест, да? Если согласие, соответственно, да, ну и так далее. И вот а если я вот это покажу в Ливане, решат, что я предлагаю сексуальные услуги. То есть вот тут очень важно понимать, когда человек другой культуры с вами общается, нужно договариваться не только о терминах, а нужно договариваться в том числе вот об этой невербалике и показать это детям, отыграть это с детьми. Следующая игра «Пиктограф». Вроде бы пиктограммы в разных странах мира, ну, как бы вариации, конечно, есть. То есть у нас через дорогу перебегает лань, в Швеции через дорогу перебегает лось, а в Австралии через дорогу перебегает кенгуру, а в Греции через дорогу переползает черепаха. Да? То есть вот этот знак «Осторожно, дикие животные», которые пересекают дорогу на трассе, чтобы снизить скорость. В разных странах те дикие животные, которые для этих стран как бы характерны. Понятно, что в Австралии лось был бы более чем странен, как и лань. Да, в России коровы, правильно. И вот эта вариативность, эта интеркультурная вариативность, тоже она в этой игре обыгрывается. У меня целая коллекция, например, как в транспорте обозначаются зайцы.
И что такое слоник с хоботом в транспорте в России, что такое слоник с хоботом в транспорте в Чехии. Это разные как бы значения. И вот здесь мы работаем с пиктограммами, с одной стороны, как их понимать в традиции русской национальной картины мира, если вы приехали в Россию, как вы будете на это реагировать, где это размещено и так далее, как составлять рассказ, сторителлинг с пиктограммами. Дети очень любят сторителлинг с пиктограммами, потому что вот то, что показывала Екатерина Протасова, ее доклад я также послушала, с Вимельбух, такие истории детям нашим поколения Z с пиктограммированным мышлением, с клиповым мышлением, они очень сложны. И поэтому, чтобы посадить ребенка рассказывать по Вимельбуху, нужно и родителям, и педагогам применить определенные усилия. А вот рассказывать по пиктограммам человеку с пиктограммированным мышлением, клиповым пиксельным мышлением и восприятием супер просто. И поэтому история с пиктограммами, давайте вспомним с вами кубики истории. Знаменитая всемирная игра, просто вот, как немцы говорят, Рена, то есть игра, которая завоевала весь мир, и все аэрокомпании это продают и дарят и детям и так далее. Кубики историй. Они же не с картинками, они с пиктограммами. Это не случайно, это ответ на вызов и реальность нашего современного мира. Что такое слоник с хоботом в Чехии? Это, ну, скажем так, нужно быть осторожным, потому что есть не очень поворотливые пассажиры, скажем так, пассажиры с ОВЗ, и нужно обращать на них внимание. Слоник с хоботом в России, не прислоняйся, прищемит. То есть очень часто я видела и в Москве, и в Петербурге на дверях этого слоника с хоботом, что прислоняться нельзя, иначе прищемит. Хорошо. Идем дальше. То есть вот с пиктограммами, причем с пиктограммами мы отрабатываем не только то значение, которое свойственно в данной культуре, но и мы уходим от клише и стереотипов с пониманием вот этого интеркультурного пространства. И, например, мы понимаем, что вот эта вот рука черная – это стоп, посторонним вход воспрещен в русской национальной картине мира. А дальше мы придумываем варианты, а что это еще может быть? Например, вход без одноразовых перчаток, они черного цвета часто, особенно у поваров, воспрещен. Или кричать, посмотрите, рот открыт, запрещено. То есть мы в пиктограмме уже обращаемся не к целому, а к детализации. Но не как в Вимельбухе, там нужно все рассматривать детально и долго, а это четко выделенные детали, и мы учимся концентрироваться на них. А потом уже можно и Вимельбух. Игра речи-дром – это принцип кубиков историй. Опять же, нужно составить историю, но не просто составить историю по карточкам ситуаций, но это кубики еще со временем. То есть мы работаем с тем, что у нас разные временные зоны, и это очень полезно для моих студентов было, например, и моих школьников, потому что у нас были международные обмены, у нас онлайн-тандемы, чтобы они не звонили людям, когда, простите, то есть вот, например, у меня ученик там из Австралии или ученик из США, и ему нужно что-то мне срочно, или из Сингапура, или из Южной Кореи, и ему нужно мне что-то срочно сообщить, а у меня, простите, не то время, когда я готова какие-то сообщения принимать. 3 утра я сплю. И чтобы он понимал, что не всегда человек находится в его распоряжении по чисто объективным причинам, он должен отработать систему часовых зон. И вот это мы отрабатываем. Кстати, коллеги тоже, готовя конференции, например, недавно была чудесная конференция в Португалии, я получаю программу, моя коллега из России получает программу, я в Германии, это в Петербурге, и я смотрю, там время указано. И дальше мы начинаем переписываться с коллегой, и она говорит, ну вот там я выступаю в такое-то время по Москве. То есть она привыкла, что все по Москве. Я привыкла по среднеевропейскому времени. Да? И я говорю, нет, ну там явно не по Москве, потому что там получается странно по среднеевропейскому времени, что мы начинаем в 6 утра. Мы вряд ли будем начинать в 6 утра. А потом выясняется, что время-то вообще португальское, просто нам об этом забыли сообщить.
И когда я пишу организаторам, они благодарят и говорят: ой, мы об этом не подумали. Вот чтобы такие нюансы при коммуникации не возникали, как раз вот такая игра речи-дром, но речи-дром еще и про то, чтобы слышать, что говорят другие, функциональное слушание, функциональное восприятие, функционализация восприятия сообщения на родном и неродном и иностранном языке тоже отрабатывается в модулях. Дальше генератор историй. Это, я думаю, чистая игра в чепуху, и многие из вас уже поняли. Ну, тут есть модули, вытаскиваются вопросы, нужно отвечать друг за другом, внутри команды, между командами и так далее. Игра кубидром – это кубики историй наоборот. Да? То есть можно с этими кубиками работать осознанно, размещая их, например, вот на одном кубике выпали жеребята, на другом кубике нужно найти их родителей и правильно назвать на осваиваемом языке. Это для совсем маленьких детей. А для подростков чистые кубики, на которые наклеиваются исторические деятели и исторические периоды, бросаются 2 кубика. Вот как выпадет, так и выпадет. Выпал Петр I, выпала перестройка, а возможно ли была перестройка в эпоху Петра I? И что бы тогда произошло? Роль личности в истории, влияние общества на личность – это отработка исторического, историко-культурного контента. Игра эко-мемори. С одной стороны, мемори – отработка памяти, отработка внимания, отработка памяти кратковременной, в том числе визуальной. И на местоположение очень важное в наше время. И с другой стороны, это не просто memory, а тут, когда мы переворачиваем карточки, для того, чтобы их забрать себе парочку, да, нужно проговорить, как правильно, как неправильно, экология мышления, функциональность действия, экономия ресурса, проговорить, опять-таки, на родном языке с учетом родной культуры. QR-коды подсказывают, если вы не знаете как. То есть еще и чтение тут задействовано функциональное. Игра хобидром, масса модулей. Это и про профессии, это про хобби, это про развитие речи, это для более слабых, это для более сильных, это хобби на том языке осваиваемом. Опять же, в чем большая проблема? Если мы говорим о неродном или иностранном языке, то очень ограниченный круг тем. А за счет игр мы количество тем расширяем, политематическое. И вот этот билингвизм, он формируется. Если мы на одном языке говорим о профессии, то и на другом профессии помощники, колесо обозрения профессий. Если мы на одном языке говорим о хобби регулярно, не один раз, когда тема в учебнике, то и на другом игра хобидром. Если мы на одном языке говорим о ситуациях нетипичных, то и на другом мультконтакт и так далее. Игра «Поздравляндия» – это у нас в начале каждого урока или в середине каждого урока. Дети уже сами просят, подростки сами просят, взрослые даже сами просят. Давайте поиграем в «Поздравляндию». Можно играть с карточками, можно карточки ситуаций, с чем поздравлять. Можно спросить у самих участников, что у вас хорошего произошло за минувшее время, и отработать это хорошее, чтобы люди научились слушать хорошее, а тот, кто сказал, например, у нас там кошка окатилась, с чем будут поздравлять другие люди? Ведь каждый человек поздравляет с тем, что он услышал. Кто-то хочет кошку, но не может ее завести, и он будет поздравлять с тем, что вообще есть кошка. Кто-то поздравляет с прибавлением семейства, кто-то поздравляет с тем, что забот прибавилось, кто-то поздравляет с тем, что теперь будет интереснее жить и так далее, и так далее. То есть каждый поздравляет со своим. Тут отрабатываем и лексику, но и отрабатываем поведение в ситуации. У кого-то кошка священное животное, да? У кого-то кошка практикоориентированная ловля мышей в силу той культуры, в которой живет, и той ситуации, в которой находится. Дальше мы разработали этноигротеку с тафаларским языком, но вместо тафаларского языка и визуальной картины мира носителя этого языка как родного, можно использовать любой другой язык, любую другую культуру. Это часть кейса мотивационный хакатон. Вот этнохакатон – это наша с коллегами разработка. Впервые мы ее для России применили в 2018 году в Элисте.
на международной конференции. Теперь я знаю, что этнохакатон размножился, но методика этнохакатона – это конкретная, разработанная нами с эстонскими коллегами и с коллегами из Элисты методика. Мы ее разрабатывали, простите, в течение 2 лет. Дальше игра фразеологика, визуальный модуль, работа с фразеологизмами с учетом данной национальной картины мира. Игра «Одевайка», есть анатомический модуль, фразеологический модуль «Одеть». «Одевайка» – это я рассылаю своим ученикам в электронной форме для распечатки фигурки мальчика и девочки и то, во что их одеть. Мы когда-то в свое время, когда я была очень маленькой, одевали картонных кукол в бумажную одежду. Вот принцип тот же самый, просто здесь мы прикладываем интеркультурный и этнокультурный компонент. Вот как раз игра «Одевайка», игра ситуаций, одеть по погоде, одеть по ситуации с учетом данной национальной картины мира. Есть еще креативатор, развитие креативного мышления в интеркультурном контексте. Тоже, кому интересно, пишите, вышлю в электронной форме. Тем более, что в 2022 году Россию, как и весь мир, ждет ПИЗа по креативности. Вот это о той креативности, которая будет в ПИЗе. Ничего общего с творчеством нет. Ну и, наконец, игры системы Эмофон, которые мы сначала реализовывали на основе разработок Роберта Плутчика, «Колесо эмоций», «Окталис эмоций». Потом мы от этого ушли, потому что Роберт Плутчик и в цветовой, и в тематической, как бы вот в базе наименований, он давал европейскую, точнее даже не европейскую, а, скажем так, свою национальную картину мира, а мы знаем, цветовая символика различается, и красный цвет в Испании, красный цвет в Германии, красный цвет в России и в Японии имеют разное наполнение, поэтому мы в своих эмоджи ушли от цветов, а если кому-то хочется поработать с цветами, то в дополнение к эмоджи вот такие звездочки здесь для русской национальной картины мира. И эмоджи разрабатывали наши психологи, психолог-когнитивист, да, психолог-психотерапевт, сказкотерапевт и логопсихолог. То есть и наш дизайнер эти эмоджи создавал. То есть если вы хотите работать с эмоджи на интеркультурном уровне, тоже можете использовать эмоджи из нашего эмофона. Они действительно интеркультурны в своей реализации. И дальше вот как раз уголок эмоций, как с ним работать. И вот это примеры из России. Эмотренажер, перчатки эмоций, тоже на интеркультурном и интракультурном уровне. Эмотренажер засад, это для детей чуть постарше, ну, тоже детский сад. Эмотренажер театр эмоций, это уже для начальной школы и подготовки к начальной школе, то есть 6+. Обратная связь по эмоции на уроке онлайн, да, то есть вот мы сейчас с вами общаемся, я вас не вижу, да, я пытаюсь как бы вас активизировать, но я вас не вижу. Если мы с учениками общаемся без включенных камер, даже в Zoom, потому что в нашей традиции в Германии не принято заставлять учеников включать камеру, потому что включить камеру – это значит впустить человека в свое личное пространство, а может быть ученик к этому не готов. Но мне надо получить от них обратную связь, что они здесь, что они работают. Правильно, Анна, да? Вы правильно поняли, здесь 1А, 1Б, 1С. Вот кто хочет, может сейчас на себе попробовать, какое у вас сейчас настроение, а я объясню, как это еще работает. Вот Анна написала 1Б. 1Б – это настроение активного слушания, да? Вы активно слушаете, это позитивное настроение. 4С – это удивление, это вау, а сколько, оказывается, нового можно открыть, да? А 1С, например, ой, я хочу это немедленно воплотить в действие, да? 1А – любопытно, я послушаю, и так далее. 2С – это такое настроение, как бы, когда человек, интересненько, а вот если так, да, то есть как бы такое, в немецком языке есть термин для этого, значит, 3
3Б – это спокойное внимание. То есть вот здесь фактически, во-первых, мы помогаем людям ориентироваться визуально, а часто люди не могут, тем более на неродном или изучаемом, осваиваемом языке, назвать свою эмоцию. Это безумно сложно. Плюс еще мы не позволяем негативу вербально быть выраженным в чате урока, иначе это ударит по всей группе и испортится настроение. Человек напишет плохое настроение, все, я убью собственный урок и всю мотивацию занижу. А здесь ничего не называется. 1Б, 1С. Это я знаю, что за каждый, да? Это я могу так быстро посмотреть, да? Потому что я помню, как это все называется и как это работает. Тоже, кому интересно, пишите, пришлю. Еще как можно настраивать эмоции. Игра поздравляния. Что у вас хорошего? Линейка эмоций на выходе с урока. Когда в реале, то есть вот виртуально мы так проверяем, а в реале распечатывается такая линейка эмоций, и ученики своими прищепками бельевыми, где написано их имя, или где их какой-то логотипчик, аватарчик, фотографии и так далее наклеены, они, выходя с урока, прикрепляют свою эмоцию, на которой они выходят с урока, вот на эту линейку. И учитель может посмотреть, как он провел сегодняшний урок. Это моментальная обратная связь для учителя. А на обороте этой линейки расшифровка для учителя, да, если вот здесь, да, я герой, я сделал, значит, ученики находятся в ситуации готовности делать, и домашние задания они точно ваши выполнят. А если вот здесь я не понимаю, я не хочу, то, простите, что-то вы не дотянули, нужно что-то менять. Это игры-тренажер Эмо-овечки, тоже опробирован в России. Какие игры с эмо-овечками? Он уже тактильный, ну вот как раз детки. Есть игра-тренинг «Помпоны настроения», тоже он здесь описан. Есть эмо-конструктор. Вот это очень интересно тоже с точки зрения диалога культур, потому что, ну вот, например, очень часто мои коллеги из России говорят: Катя, почему ты все время улыбаешься? У тебя что, такое хорошее настроение всегда? Нет, бывает очень трудно, бывает очень сложно, но в традиции немецкой, германской национальной личности принято улыбаться, как бы ни было сложно. Держать лицо, именно улыбка. Это традиция. Хотя, когда меня моя Бонна, немка, воспитывала, она объясняла так, что улыбка – это демонстрация хороших зубов, здоровых, которыми ты больно можешь укусить. И вот это специфика немцев. Ее нужно знать, если вы хотите с немцами сотрудничать. Русские не будут вам всегда улыбаться лучезарно, да, они покажут вам своим выражением лица, о чем, как и что они о вас думают. И поэтому русских очень просто прочитать, и этим тоже пользуются представители, например, Германии, прочитываемостью русских по их мимике. И вот здесь мы подбираем, как бы это такие кубики, сейчас я вам покажу, как это работает. Мы сдружились, и я создавала игры этно- и интеркультурные для Йохакуба. Это российская технология, которые обратились за созданием методики использования Йохакуба вне просто как конструктора, там, построить башню, раскрасить и так далее, а именно как образовательного инструмента. И вот здесь эти кубики, они вращаются. И посмотрите, 4 стороны кубика, низ один и тот же, а верх меняется, и меняется эмоция. И здесь можно и называть, и рассказывать, и создавать ситуацию. Например, мы составили 3 кубика. Да, руководители тоже этим пользуются. Кому интересно просчитывание информации, тоже приходите, у нас есть курс, правда, он только для психологов, в силу того, что можно не только помочь, но и навредить. И мы очень не хотим никому вредить. У нас есть специалисты по когнитивной психологии, лингвопсихологи, этнопсихологи. И у нас есть курс для психологов, как считывать человека не только по выражению лица, позе, что уже достаточно известно, но и как считывать человека по его высказыванию. То есть, когда человек о чем-то говорит, на самом деле он говорит намного больше о самом себе, если смотреть не только
ну, как сказать, семантику слов, но и смотреть выбор частей речи, порядок слов и многое другое. Так, ну вот это Эмофон с Йохакуб. И, как я обещала, мои контакты. Если кого-то что-то заинтересовало, милости просим. У нас большая команда, как вы поняли. Я просто научный руководитель команд теперь уже. И мы с удовольствием расскажем вам и про профориентацию, и про то, что такое компетенции в межкультурном пространстве, в интернациональном пространстве, и что такое, как работать с лингвопсихологией на интеркультурном и интракультурном уровне, и как работать с играми, что такое иммерсионное чтение. Пишите. Запрашивайте материалы, которые я сегодня показывала, задавайте вопросы, может быть, что-то я не рассказала, не показала, с удовольствием продолжу с вами индивидуальное уже общение. Контакты на экране, лучше всего писать на mail, на Skype или в Telegram, в Фейсбуке я появляюсь реже, но в Фейсбуке можно отслеживать информацию о наших актуальных проектах. Как я сказала, сейчас идет бесплатная лаборатория игры-игрушки, и прошел проект по обучению иммерсионному чтению. Уважаемая Екатерина Львовна, огромное спасибо за ваше выступление. Действительно, как и всегда, очень интересно, познавательно, увлекательно. Я думаю, что педагоги нашего региона приняли для себя много нового для их практики. Спасибо за то, что вы всегда готовы принять участие в наших мероприятиях. Для нас это очень важно, что у нас с вами выстроен такой хороший, тесный, профессиональный контакт. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов, хотя понимаем, что столько всего уже наработано, что остается только этим пользоваться и использовать в своей практике. Спасибо огромное, Екатерина Львовна. Спасибо огромное. Всем здоровья, это самое главное. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Уважаемые коллеги, мы сделаем небольшой перерыв до 13:10 по